стенах Национального музея Чувашской Республики. А музей, друзья, это не просто красивое здание с высокими потолками. Это настоящий хранитель истории и культуры, где каждый экспонат рассказывает свою удивительную историю. И мы, и вы сегодня в этом замечательном зале оказались не случайно. Как вы все знаете, президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2025 год годом защитника Отечества, а глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев объявил этот год годом победы и патриотизма. Это, во-первых. И второе, тема нашей конференции, их имена останутся в истории, также напрямую связана с историей. Даже можно сказать, что в какой-то степени связана с этим историческим зданием. Наша с вами конференция посвящается 130-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Константина Павловича Неверова, правнука купца Ефремова, известного чувашского купца и мецената. А здание Национального музея, уверены, вы многие знаете, также напрямую связан с потомком Ефремовых. Благодарим Национальный музей, руководство музея, Ирина Петровна, лично вас за содействие в организации и проведении нашей конференции в Тавахсире. Меня зовут Лидия Ивановна Филиппова, я журналист и писатель и модератор сегодняшнего мероприятия. С нами сегодня представители научного, краеведческого, педагогического, литературного, ветеранского, кадетского и других сообществ Чувашской Республики и города Челябинск. Почему Челябинск? Это вы скоро поймете. Особенно приятно, что в этом зале присутствуют как старшие, так и подрастающее поколение. Среди них назову только некоторые организации. Ветераны Чувашского регионального отделения Российского союза ветеранов во главе с председателем Осиповым Виталием Петровичем. Ветераны Чувашской республиканской... давайте поаплодируем. Ветераны Чувашской республиканской общественной организации ветеранов боевых действий «Доблесть» города Чебоксары, председатель Яковлев Владимир Николаевич. С нами кадеты Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова. Также с нами кадеты кадетской школы имени генерал-майора милиции Архипова города Чебоксары Чувашской Республики. Тавахсире Бурнедя. Ну и, скажем так, самое интересное, с нами сегодня, представляете, потомки известного рода чувашских купцов, меценатов, благотворителей Ефремовых. Ожидаем, что на связь с нами по телефону выйдет внучка генерал-лейтенанта Неверова Наталья Викторовна, также ее супруг Валерий Михайлович Матюнины, такая фамилия. Также с нами внучатый племянник Константина Неверова, он здесь, Григорьев Валентин Никонорович. Друзья, всем и не всем. Для открытия конференции слово представляем президенту Чувашского национального конгресса Клементьеву Валерию Леонидовичу. Валерий Леонидович, Серезова, Добрый день, дорогие друзья. Паянхигон Тернмелевон, иде шоколадов Кирле, шагымдык мероприятие регион Земушинже, кажал билеттер Чувашской Республикинже, сагырбону шул пулдарына майпа, патриотизм шулдалы келезегалаттарында, Шинжелу шулеги жал сагырбону жолбуга, шагымдык мероприятие бирин иде нумайты вас болар. Бирин ендешсем жинжен. Бол ышта бурунзан да Шубашкар булынже республика тола жинже бирин нумай он веке генерал сем черле регион сем же бурнаган бирин ендешсем. Паянки мероприятие безире саламладыр, вызыкта вызымайке кыладыр. Лидия Ивановна Сирия, Валентин Никонорович, Ирина Петровна, Сирия Хатулдыванзем, Паянхигун,
Bizgi Чуваш нацидан грязебе парле булны жин. Шапла була, парле була. Валерий Леонидович, друзья, очень приятно, что сегодня с нами работники, сотрудники военного комиссариата. Хорошо. Как? По сценарию. По сценарию, хорошо. С нами сегодня Плаксин Сергей Николаевич, начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Чувашской Республики. Сергей Николаевич, пожалуйста. Уважаемые участники конференции, добрый день всем. Я прочитал ту маленькую брошюрку про Константина Павловича Неверова. Ну, к сожалению, так получилось, что раньше не знал про этого человека. Прочитал и удивился, насколько насыщенный жизненный путь прожил этот человек. Прошел 3 войны. Начал Первой мировой, даже 4. Сначала была Первая мировая война, потом Гражданская война, потом Финская война, потом Великая Отечественная война. Прожил тяжелый период сталинских репрессий. Сам из числа купцов, а эта категория в годы Советского Союза, в то время, точнее, 30-е годы, она вызывала некоторые опасения и был на грани того, что был подвергнут из-за своего происхождения репрессиям. Но он не только выжил и прошел этот путь, но и стал красным командиром, дослужился до звания генерал-лейтенанта. Прекрасный офицер, прекрасный представитель чувашского народа. Вот на таких и должны воспитываться наша молодежь, да и мы все, на таких людях. В свое время было в одном из фильмов, вы все прекрасно знаете этот фильм, была сказана такая фраза: есть такая профессия Родину защищать. И вот Константин Павлович выбрал эту профессию защитника Родины. Он защищал ее на всех своих должностях, на всех своих постах. Награжден большим количеством наград, орденов и медалей. Будут еще сказаны слова о его биографии, о его вкладе в военную историю нашей Родины. Пожелаю молодежи в первую очередь учиться на примерах наших предков, тех, которые жили 100-200 лет назад. Учиться на примерах наших прадедов, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Учиться на примерах наших отцов, которые воевали в Афганской войне. И учиться на примерах наших соотечественников, наших земляков, нашего же возраста, ребята, те, которые выполняют сейчас боевые задачи в условиях специальной военной операции. Я думаю, что сегодняшняя конференция пройдет с большой пользой, и многие из вас узнают много интересного про нашу республику и про таких людей, которые восславляют нашу красивую Чувашию. Сергей Николаевич, благодарю за такие добрые слова. Друзья, вот наступил момент. Арсений, пожалуйста, сюда. Внимание, все. На прямой линии с нами Наталья Викторовна Матюнина, внучка Константина Павловича, и ее супруг Валерий Михайлович. Наталья Викторовна, вы нас слышите, наверное, да, ведь? Валерий Михайлович, добрый день. Одна? Хорошо. Наталья Викторовна, здравствуйте, приветствуем вас. Мы рады и счастливы слышать и видеть вас. Да, слышно. Ага. Наталья Викторовна, все слышно? Да, здравствуйте. Мы приветствуем вас в этом замечательном зале. Мы сегодня находимся в конференц-зале Национального музея Чувашской Республики. Это главный музей нашей Чувашии. И имя, фамилия Неверов напрямую связан с нашим музеем.
Ну, вы поняли, что у нас сегодня конференция, посвященная 130-летию Константина Павловича Неверова, вашего деда, получается. Наверняка у вас есть что сказать нашим землякам, участникам конференции. Пожалуйста, вам слово. Спасибо вам большое за такое доверие, за такое вообще, знаете, просто вот переполняет меня такая радость, такая гордость, что вы заинтересовались своим дедушкой. И большой привет и самые наилучшие пожелания от меня и от моих родственников, которые очень благодарны, в первую очередь, Арсению Николаевичу, который разыскал нас, увидев статью в интернете, разыскивал нас почти целый год. И, наконец-то, у нас произошла встреча, мы встретились и обменялись, я рассказала, и мой муж поделились, что был за человек дедушка. Очень вам благодарны. Просто вообще низкий поклон вам. К сожалению, приехать я не смогла, моя дочь тоже не смогла приехать. Но мы мысленно с вами, душой и сердцем, мы на конференции. Поэтому желаю очень хорошего, успешного вам проведения конференции. И, конечно же, огромное спасибо за такое вот честь, за такое доверие, за такое внимание нашему дедушке. Просто благодарность, просто огромная. Но про дедушку, если вот Арсений Николаевич говорит, поделиться, как вот мы с Делей разговаривали, это, конечно, человек был большой души, очень вежливый, интеллигентный, воспитанный, культурный. Никогда голос на нас не повышал. И ко всем людям относился с большой любовью и с уважением. То есть как человек, это вот пример для нас всех. Для меня, для моих детей, внуков, для всех вот наших родственников, это просто пример для подражания. Как надо жить, как надо любить жизнь, как заботиться обо всех. Поэтому я не знаю, что еще сказать. Я на такой большой аудитории никогда не выступала. Спасибо вам большое. Спасибо. И желаю вам отлично провести эту конференцию. И надеюсь приехать к вам в этот замечательный город, посетить все ваши прекрасные достопримечательности. Я все почитала про ваш прекрасный город. Мне очень все понравилось. Спасибо вам большое. Наталья Викторовна, благодарим вас, желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо, что нашли время выйти с нами на связь из Челябинска. Она звонила. Спасибо вам еще раз. Благодарим. Всего хорошего. Вот это была внучка генерал-лейтенанта Константина Павловича Неверова. Друзья, мы сегодня находимся в Национальном музее. Видите, замечательный зал. Напрямую связан с фамилией Неверовых. Об этом нам расскажет в своем приветствии директор Национального музея Чувашской Республики Ирина Петровна Меньшикова. Тарагашина Ирина Петровна. Бүгін бұлдыр қынасен, Чынақтабан бедек қымылаға ғандағала. Бұждайды Чуваш нация музейінде езір бұндай кенешін бүрмендесіге бұзықтап. Памятде телесовкалары Пирин музей, Чуваш нация музей, Чынақта невересін жеңгібек дейді чүрі жиғының баны жындезен Пирин музейі. Мне такой ширин дремеш удавший музей, дремеш заведующий Николай Неверов полно. Вол Асла Бичеров был задрать. Генерал-лейтенантом Асла Бичеров был задрать. Амбада куча нахта перешивана я балазен. Дорогие друзья, я очень рада вас здесь приветствовать. Рада, что вы здесь в таком замечательном мероприятии. Действительно, сейчас было сказано о том, что вообще история Национального музея очень тесно связана с семьей Неверов, а именно потому, что первым заведующим созданного в 1921 году музея, вот где мы с вами находимся, был Николай Неверов, старший брат генерала-лейтенанта.
Вот, поэтому это все очень интересно и символично, то, что вы здесь сегодня находитесь. Но если говорить о том, действительно, год в этом году, этот год очень знаменательный, очень значимый, и Чувашский национальный музей подготовил не одно мероприятие, не один проект. Например, мы привозим в апреле открываем в стенах музея выставку о художниках-фронтовиках из фондов Музея Победы. Город Москва – это главный музей, который рассказывает об истории Великой Отечественной войны. Также мы сами готовим из писем фронтовиков. В этом письме «Я остаюсь жив», это так называют, этот проект, где будут представлены письма фронтовиков, каталог. Мы его заново издаем, и, конечно же, будут эти чтения в виде иммерсивного спектакля, чтение этих писем. Поэтому, ну и много других интересных мероприятий. Я вас всех приглашаю принимать в них участие, потому что я думаю, что не только сам день 9 мая, но и весь год у нас должен быть наполнен и воспоминаниями о тех, кто нам обеспечил мирную жизнь, о тех героических событиях, чтобы мы знали, помнили и никому мы не должны дать переформатировать, переиначить историю нашей Великой Победы, которая спасла всю страну от фашизма. Поэтому приглашаю, приходите и ждем вас в наших музеях. Но прежде всего, конечно, в музее воинской славы, в музее Чапаева и на мемориале. Возможно, не все еще. Скажите, пожалуйста, кто был на мемориале в Козловском районе? Не был. Кто не был? Да, не так много вас тех, кто был, да, больше тех, кого не было. Вот, я думаю, что мы будем организовывать туда экскурсию. Смотрите, изучайте. И мемориал, посвященный, прежде всего, поздравляю с этим годом, с наступающим праздником, с 70-летием Победы. И желаю нашей конференции хорошей, плодотворной работы. Я думаю, что вы действительно, как было уже сказано, узнаете много интересного. Добрый путь рабочий. И у нас классный музей директора будет подробно электронно программу. Приглашаем в зал кадетов Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Кочетова. Пожалуйста. В 2025 год в Российской Федерации объявлен годом защитника Отечества и годом победы и патриотизма в Чувашской Республике. 9 мая 2025 года вся страна будет отмечать 80-летие со дня Великой Победы в Великой Отечественной войне. В ней история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время. Сегодня наша встреча посвящается достойному сыну России, нашему земляку, генералу-лейтенанту Константину Павловичу Неверову. Герои Отечества. Звучно, весомо, надежно, ответственно, с детства знакомо. Красивая, емкая, четкая фраза. В ней честь и достоинство, святость приказа. В ней вера, любовь и солдатская совесть. В ней мужество, смелость, судьба, словно повесть. В ней доблесть, отвага и мир гуманизма. Военная служба, олимп героизма. Стихотворение Степана Кадашникова «Ветер войны» читает Титов Кирилл, кадет 9 класса Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Кочетова. Ветер войны. Как было много тех героев, чьи неизвестны имена, навеки их взяла с собой в свой край неведомая война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром печальным ветром. Порой слышны на поле боя
через десятки мирных лет. Прикрой меня! Напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, чтобы забыли Колю мы. Мы помним. Помним это горе. Осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром. Неугасима память поколений и память тех, кого мы свято чтим. Давайте вспомним на мгновение, и в скорби постоим и помолчим. Просим почтить память генерала-лейтенанта Константина Павловича Неверова и всех героев минуты молчания. На этом литературная композиция, посвященная 130-летию генерала-лейтенанта Константина Павловича Неверова, окончена. Начинает свою работу межрегиональная научно-практическая конференция. Их имена останутся в истории. Спасибо, ребята. Вы поняли, это были кадеты. Желаем вам успехов в учебе и вообще по жизни. Светлана Валентиновна, вам тоже, Витальевна, вам тоже огромное спасибо. Действительно, мы начинаем основную часть нашей работы. Много интересных фактов из жизни нашего земляка, генерала-лейтенанта Константина Неверова, сможет рассказать нам Альтина Александрова Римма Семеновна, заслуженный деятель этнокультуры Чувашской Республики, народный академик, педагог, краевед. Их имена останутся в истории. Так называется ее основной доклад, посвященный биографии и боевому пути генерала-лейтенанта Неверова. Римма Семеновна, Тамаша, микрофон возьми, редактор. Добрый день. Позвольте приветствовать всех участников межрегиональной научной практической конференции от имени Чувашской национальной академии наук и искусств. Это во-первых. Во-вторых, от имени Новочебоксарского землячества Шордан. Потому что сегодняшний наш герой непосредственно связан с этим краем, Шорданским краем. Корни его со стороны Новочебоксарска, Саркасов. Так вот, сегодня мы чествуем героев Великой Отечественной, и тема наша, их имена останутся в истории.
В разные исторические периоды мужественно защищали интересы отчизны наши отцы и деды и продолжают защищать современники наши. В рамках празднования 80-летия Победы отдаем дань памяти всем тем, кто положил свои жизни на алтарь Победы, тем, кто вписал немало славных страниц в летопись Великой Отечественной. Один из них – Константин Павлович Неверов. Кто же он, генерал Неверов? Полководец, начавший военную службу рядовым солдатом. Было уже сказано, подчеркиваю еще раз, он участник Первой мировой, гражданской, финской и Великой Отечественной войн. Во время Первой мировой он на Юго-Западном фронте, командир роты, батальона в третьем гренадерском полку Западного фронта. В 1923-1924 годах учился на курсах командного состава Приволжского военного округа. Принимал участие в Советско-финляндской войне. С начала Великой Отечественной войны 5 из 7 братьев чебоксарцев Неверовых были на фронтах. 4 из них погибли. Мать братьев Неверовых, Екатерина, родом из Аркадцов, что ныне при Новочебоксарске, выросла в семье местного предпринимателя Егора Николаева. Это получается у Константина Павловича Пугащ. Так. Это во-первых. Во-вторых, Константин Павлович – правнук Прокопия Ефремова и его первой жены Устиньи, да. Символично то, что данное мероприятие проводится в доме родных полководца. Дочь Прокопия и Устиньи Ефремова Елена была замужем за чебоксарским купцом Александром Михайловичем Неверовым. Годы Великой Отечественной войны. Именно в те годы проявились многолетний командный опыт и знания военного дела Константина Неверова. Руководимые им войска мужественно сражались под Минском, Смоленском, Ильней, Ростовом-на-Дону. Перед наступлением наших войск на Кавказе Константина Павловича выдвинули командиром 10-го стрелкового корпуса 51-й армии. Здесь еще ярче проявились его полководческие качества. Немецкое командование меньше всего ожидало наступления со стороны Севаша. Предполагало, что современными танками и артиллерией невозможно повторение легендарного броска наших войск под началом нашего земляка, Георгия Марсельского, через те же самые гиблые места, как это было в 1920 году. Но иначе думал Неверов. Получив приказ форсировать Севаш, он не сомневался в успехе операции. Разыскали старого знакомого Ивана Оленчука, крестьянина-рыбака. Тот согласился быть проводником, повторить то, что сделал для наших войск в 2020 году. Форсирование этой системы заливов у западного берега Азовского моря происходило в те же числа, что и в 20-м. Шли проводники и разведчики, измеряя шестом глубину, ставя вешки и указатели. Часть дивизий успела переправиться утром, когда был отлив, а другим пришлось пойти вслед за ними вечером, когда начался прилив. Вода напористо прибывала. Командир корпуса Неверов, находившийся в 257-й дивизии, видел эту угрожающую опасность, торопил людей и, чтобы не сорвать переправу, в числе первых сам бросился в ледяную воду. Холод был жуткий. В отдельных местах вода доходила мне до горла, но я упорно шел с бойцами, вспоминал в своих записках генерал. Боевые части корпуса, переправившись на Крымский берег, захватили несколько населенных пунктов. На первых порах боеприпасами и продовольствием Неверовский плацдарм обеспечивался воздушным путем.
Впоследствии был построен мост на равных опорах длиною 1865 метров, грузообъемностью 16 тонн. В течение 5, обратите внимание, целых 5 месяцев, в течение 5 месяцев, чтобы, значит, гремели бои. Именно с него войска нанесли 9 апреля 44-го главный удар по вражеской группировке. Было направлено на Севастополь, но взять город сходу не удалось. В ночь на 6 мая корпус Неверова занял исходный рубеж. К 2 часам дня 7 мая на полпути к вершине Сапун-горы наступающие вынуждены были залечь. Но к 22 часам того же дня наступающие вынуждены залегли. Но к 22 часам того же дня овладели гребнем Сапун-горы на юго-восточной части города. Корпус, овладев высотами, сходу ворвался в Севастополь. Это было 8 мая. А утром следующего дня неверовцы в взаимодействии с другими частями вели уличные бои. К вечеру центральная часть города была освобождена. В течение 10 и 11 мая стянуты были к Херсонесу, Крымскому полуострову, значительное количество артиллерии, проведена здесь мощная авиационная подготовка, и с рассветом части Приморской армии и 10-й стрелковый корпус 51-й армии, и также несколько подразделений 19-го корпуса танкового пошли в решительную атаку. На этот раз противник не мог оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. И так был ликвидирован один из важных узлов обороны гитлеровских войск. Вскоре командир 10-го корпуса генерал Неверов доложил, что его полки вышли к морю. К полудню 12 мая ни одного вооруженного врага на территории Крыма не осталось. По этому случаю генерала Неверова тепло поздравил Михаил Иванович Калинин. Уважаемый Константин Павлович, за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецко-фашистскими захватчиками Президиум Верховного Совета СССР указом от 16 мая 1944 года наградил вас орденом Суворова первой степени. Посылаю вам указанный орден и крепко жму вашу руку. День Победы Константин Павлович встретил на берегу Балтийского моря, где со своим корпусом принимал активное участие в освобождении прибалтийских городов и сел. В послевоенные годы, в 1948-1953 годах, Константин Павлович тесно общался и служил вместе с маршалом Советского Союза Георгием Жуковым. Был его заместителем по военным учебным заведениям, когда тот был командующим войсками Уральского военного округа. У генерала Неверова, как уже было сказано, 17 правительственных наград. Среди них орден Ленина, орден Суворова первой степени, Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени, 3 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и много медалей. Заслуженный генерал ушел из жизни в 1977 году в городе Челябинск. Там же жил его сын Виктор, офицер запаса, участник Великой Отечественной войны. В 1979 году, через 2 года после его ухода из жизни, генералу Неверову в Челябинске воздвигнут памятник. Челябинцы чтят память о нашем славном земляке. И при этом возникает вполне резонный вопрос. Почему и по какой причине нет памятника прославленному полководцу в родных Чебоксарах, где он родился, учился, вырос, получил путевку жизни? Ведь именно из Чебоксар призван был Константин Павлович в армию на ратные дела. Спасибо. Когда było takie interesy, bo wszystkie te dokładnie, dalej w ramach dokładzie.
Тогда больше. Либо зеленого хыня, где интереснее Турчевья. Валентин Никонорович Гришмолев, это, поверьте, тоже своеобразный уникальный человек, уникальный человек, общественный деятель, педагог, психолог, краевед, отличник профессионального образования Российской Федерации, тогда честно говоря, вот идея организации и проведения сегодняшнего мероприятия, вот этой конференции, полностью принадлежит ему. А Чувашский национальный конгресс я присоединились. Вот современники, Ехрем, Гужан, Неверовын, Тванзем, Тата Пури, Пур, Калзабар Даргашин. Егерлерду, нәтижесін пәңгі бұншын ақшақты ол бөлді иринмай қысқанадым. Анжақта, видимо, пен уявра, внучатый племянник Иван Жахмар, Чабла, внучатая племянница Маргарита Никоноровна Григорьева. Моя родная сестра, но есть еще одна внучатая племянница, моя двоюродная сестра. И при этом она еще двоюродная сестра нашего сенатора, уважаемого Николая Васильевича Федорова, Маргарита Михайловна. И, конечно, сегодня очень важно было действительно говорить о том, что сегодня мы имеем наследство, и почему мы их имена должны сегодня не просто помнить в истории, но еще и сегодня об этом говорить и очень серьезно. Мана Азелюзин, Костеба Ажаранах, Фигурна, Нажелесень, Пирнкиде, Ална Костя Дечич, Павел Максимович Дечич, Нажелесень, Пирнтванзем, Павел Максимович, полковник, Константин Павлович Павлович, Парлепаров, Жирапов, Контрабулна, Пхаривинджи. Павел Костя Дезесень, Мана Азелюзинджи, Тересли Богатпур. Ман на ней агаже, тетя Шуйцевчина, перехуна на лечушни изогелечили, вот акшапшу утра, перин кидёк порно леча. Вот каму перин кидёк. Вот не было ажер на фото зажили, кам живут, их ему жанарно живут, где он кидёк помогут дать на жизнь за шукатнича. Жесен, Николай Прокопьевич Шульзинже, он же не цыгане, как не Логалан Берги, ман ведь пожалуйста его на коррективности, а кидёк пере, хамуна жили куклы, жиделечили. Сейчас мне казалось, земли бурмана девчик не земли. Он вышел, где истории инчинг штаха помогу сказаться, пили вызов Таврима Семеновна, вернул чинах тебе Шуран Ендешли Едвижнину мажу выбирать. Сейчас надо было пролечь лезе, а ангибун документ серебряный мой тупромат, он другие Рима Семеновна выбирал заводить. Первый день глаза история некогда юна земный май. Сильный детван земный земный май. Анжахта вибер кашни хамр шержиндан приди был засыл хамр твана физически газельный Волгоград был засыл. Вот видите распорно как на хамр шупа. Шаблали? Шабик помолода. А что говорится по поводу вопроса Лидии Ивановны? Лидия Ивановна сегодня, хотя и меня хвалит, я хочу ее похвалить, по крайней мере, это серьезная инициатива была Чувашского национального конгресса, потому что когда мы обсуждали Валерия Леонидовича эту тему, действительно сказали, это должна быть не просто какая-то наша инициатива. Сегодня здесь присутствуют еще руководители местных отделений Чувашского национального конгресса. Я думаю, что действительно они наш почин подхватят, поскольку год действительно очень серьезный. Год защитников Отечества. В связи с этим хочу отметить еще один момент. Есть у каждого из нас в биографии моменты, когда нужно, как говорится, вовремя все сделать. К сожалению, вот что-то я не успел сделать, пока у меня мама была жива. Мама всегда говорила, вот когда я была маленькая, мне все говорили, что вот вперед хитрый Геннадий Детич. Действительно, мама Константина Павловича была самой первой красавицей.
Не случайно, наверное, и Павел Александрович решил, как говорится, взять ее в жены. Поскольку и купец Ефремов, Прокопий Ефремов приезжал к нам в деревню, потому что Егор Николаевич, дед Константина Павловича, ну, как сегодня говорят, они совместно или вместе занимались бизнесом. Сегодня, когда говорим о бизнесе, наверное, надо четко сегодня еще раз сказать, самым первым или одним из самых первых предпринимателей в Чувашии, который занимался малым или средним бизнесом, это был Прокопий Ефремович Ефремов. Сегодня мы много говорим о малом бизнесе, о среднем бизнесе, а вот кто стоял у истоков, кто прокладывал путь на этом, как говорят, конкурентном поле среди татар, среди нижегородцев, это все-таки был купец Ефремов. Так, Екатерина Семеновна? Это так. И сегодня очень важно, вспоминая о поколении неверовых, еще раз посмотреть вот на этот их девиз жизни. Каково? А то ведь мы как, нас как в школе воспитывали. Ой, кулак, ой, купца и так далее, и так далее. Владимир Николаевич, была заборная? Соспадала? Девиз. Ну, видно же? Ну, нет, давайте сразу тогда. Значит, это мои труды, у меня трудов таких очень много. Мы с Еленой Петровной это тоже с ней обсуждали. Вот это вот родословный купцов Ефремовых. Конечно, вот тот девиз, который здесь сегодня актуален и для нас тоже. Не дремли, не плашай, не обижай. Это очень важное сегодня необходимое вообще, что может быть вообще в бизнесе. Поэтому то меценатство, та благотворительность, которая была связана с Прокопьевыми, с их родными, это заслуживает действительно и уважения, и понимания, и поддержки. Еще раз хочу подчеркнуть, когда маленький Костя вот у нас в наших аркасах он появлялся, всегда на него говорили: вот, лай хаджа, тебе раджа. Сейчас я подготовил несколько слайдов исторических. Это вот храм, значит, Торкасир, где был как раз еще Константин Павлович Неверов. Вот книжка метрическая, я бы не сказал, что это не книжка, а метрическая книга церковная, где мы видим Константин, родители, значит, Чебоксарской, второй деятель купец Павел Александрович Неверов, а мать Екатерина Егорова, оба православные, православного вероисповедания. И вот, наверное, еще один момент, который я хотел бы, сейчас на котором хотел бы остановиться, это музей ДОСАВ Чувашской Республики. Алексей Михайлович, вы сегодня здесь? Да. Но обещал приехать. Это человек, который сегодня очень много делает для того, чтобы сохранить историю, память наших великих полководцев. Поэтому и взрослые, и дети, я вам просто рекомендую, посетите, пожалуйста, этот музей ДОСАВ. Там вы найдете вот такую огромную такую папку, это примерно в размер А4, вот эта папка, где вот сразу же есть полностью все данные, связанные с биографией, я вот нашел с Константином Павловичем. И вот в этом же большом огромном объеме есть информация о 50 полководцах Чувашии. Если у кого-то есть затруднения найти документы по, скажем, вашим землякам из вашего района, из вашего города, вы там можете действительно туда подойти Алексею Михайловичу, и, конечно, он вам обязательно поможет. Это замечательный музей, я просто рекомендую. Он был сделан, наверное, лет 40 назад, в каком-то из юбилеев, как бы, Победы. Но когда я первый раз пришел, там немножко, конечно, было скучновато. Но сейчас он сказал: все блестит, все красиво, все, мы подготовились. Как говорится, бесплатная реклама. Но тем не менее, я вам просто советую, вы там очень много интересного материала найдете по своим близким и родным. Ну, завершая свое выступление, хочу остановиться на следующем. Не случайно мы сегодня здесь собрались, поскольку 80-летие Победы – это не просто круглая дата. Это возможность нам всем остановиться, посмотреть на седые волосы наших военных, полководцев, командиров. И просто хочется сказать им большое спасибо и поклон земле, что мы с вами сегодня эту работу проводим. Потому что я знаю очень много сегодня наших ветеранов, в многих направлениях работают по военно-патриотическому воспитанию. Большое вам спасибо. Скажем так, краеведческую или исследовательскую работу
мне просто тоже было непонятно. Слава богу, у нас есть все-таки и Google, и интернет, и Дзен. Я однажды там заметил очень интересный материал на буквально одной странице, который называется «Я горжусь своими мужчинами». Мы сегодня об этом тоже поговорим, поскольку вот этот материал написала правнучка Константина Павловича Неверова. И с этого и пошла как бы вся информация. Все мы нашли. Все, что можно найти. Ну, может быть, еще многое неизвестно про родных близких. Его из 7 братьев я знаю только пока более-менее конкретно, кто живы остались после войны. Это вот он и Петр. Вот, Петр последние годы жил в Самаре, да? Вот. Ну и, наверное, об этом мы сегодня тоже услышим из первых уст исследователей, наших друзей, которые приехали из города Челябинска. Я передаю микрофон нашему модератору. А вам всем большое спасибо. Еще вопрос? Конечно. Вот тут заставка был дом в вашей деревне, да? Недавно мы встречали день рождения Тани Юн. Да. И этот дом вот как раз связан не только с историей вашей семьи, но и с историей чувашского кинематографа. Коль поступил вопрос, отвечу. Значит, дом построен в 1887 году к свадьбе Екатерины, когда, значит, Егор Николаевич готовил ее в замужество к внуку, значит, Прокопия Ефремовича Ефремова. И когда дом был построен, как раз приехали, значит, свататься, тут был, и вот это уже легенда у нас в деревне, конечно, тут приезжал и Прокопий Ефремович Ефремов, и были, так, что там, осталось медичунова, тарантас погильня, шурашма, аркасине. Ну, это вот все как бы легенда. Ну, а что касается самого дома, дом сегодня сохранился, хотя уже с 1887 там много что утеряно, поскольку после 18 году там сразу стала, значит, школа, все, что там было красивое, наверное, выкинули, списали, ликвидировали или растащили, как всегда от нас в Чебоксарах. С домом Прокопия Ефремовича так было, Сергея Прокопьевича так было. Ну, а затем там был медпункт 20 лет. Сейчас дом, к сожалению, хотя он занесен в реестр памятников архитектуры, вернее, истории культуры регионального значения, ну, как говорят, в таких случаях разваливается. Там мы не можем откоситься, даже гвоздь забить, поскольку та законодательная база, которая относится к зданию, занесенным в реестр, она не просто устарела, она просто даже вредительская, эта база. Об этом говорил Путин, президент Путин на послании в прошлом году. Об этом говорила, значит, Матвиенко на федеральном собрании. Пора пересматривать всю документальную, значит, законодательную базу, касающуюся зданий, занесенных в реестр. Из-за этого эти здания же разваливаются, из-за этого туда невозможно подходить. Даже у нас в Хыбар газете была такая большая статья журналиста. Да, боже, трапа, да, от майора Мащ. Вот такая была статья. Ну и жаль, конечно, что вот пока такая законодательная база, но тем не менее мы там втихаря заменили отопление, поскольку все там уже внутри было в грибках, обработали стены, значит, специальным материалом, грибков сейчас уже нет. И в этом доме тепло. Хотя 2 года, последние 2 года, когда оттуда медпункт переселился, дом еще больше стал разваливаться. Кровля протекает, кровлю тоже мы не можем ничего там делать, потому что даже гвоздь нельзя забивать. Ну, это другая немножко тема. Но почему сейчас Олег Михайлович об этом спрашивает? Дело в том, что когда Максим Кошкинский снимал свои 6-7 фильмов, и, наверное, ему очень далеко, может быть, и не хотелось, тем более, что в Чебоксарском районе много было интересных объектов, связанных, ну, в таком историческом плане, которые еще сохранились. И вот в 26-27 году он снимался фильм «Ял». «Буря на Волге». Там были очень интересные сюжеты, связанные с аркасами. И вот однажды я в архиве нашел вот такую фотографию, очень интересную. Вот это моя мама, ей тут 6 лет. И вот когда я у нее все переспрашивал, ну вот она вот на первом году жизни ушла, и память ее, при всем, что, как говорится, она помнила, знала и все могла сама делать. Я говорю,
Мам, может это нет, и все. Ну, это пухтит, он говорит, что джабурди, что не был, сейчас режиссер монахами парнили. Мам, если удомал ради, он дальше мордали. Похуй дарили. Представляете, все запомнила, все помнит. Мы уже увеличили и контрастно сделали. Точно в правой руке у нее яйцо, а вот бусы, к сожалению, не сохранились. Наверное, жизнь. Максим творческий параллельно. Да. Вот это вот. Вот еще один кадр из этого фильма. Здесь как раз вот, получается справа это Максим Кошкинский, а справа это артист, актер из Санкт-Петербурга, который снимался в этом фильме. Вот более увеличенный вариант из этого кадра. Это вот Аркасы. И я сегодня еще горжусь, что у нас сегодня в Аркасах такая мощная гвардия, с которой мы вместе работаем. Они у нас меценаты, они сегодня меценаты из сегодняшнего праздника. Хочу назвать Николай Васильевич Степанов, пожалуйста. Это Аркасы. Это Николай Алексеевич Игнатьев, меценат, очень серьезный человек, благотворитель, великий строитель. Николай Алексеевич подъедет попозже, да? Это Почалкин Виктор Алексеевич, староста нашей деревни. Вот мы так вместе всей командой работаем. У нас еще там и есть девушки, как говорится, нашего возраста. Поэтому Аркасы были, есть и будут. Я так надеюсь. Спасибо вам. Василий Николаевич, пожалуйста.